Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İşimde gücümde sağımda solumda her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İşimde gücümde sağımda solumda her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Повсюду ты. Переведено группой Дизимания, озвучено студией Сейс Дизи, голос за кадром Анастасия Гайдаржи, специально для сайта dizimania.ru. Селин? Не делай. Я вынуждена сделать. Не уходи. Не делай. Селин? Селин. Селин. Селин, постой. Демир. Оставь, пожалуйста. Селин, смотри. Ты сейчас зла. Хорошо, я понимаю. Ты права. Тяжело. Пожалуйста, не делай этого. Демир, пожалуйста, оставь. Пожалуйста, Селин. Селин, не уходи так. Смотри, не уходи сегодня ночью. Не делай, Селин.
Давай пойдем. Я не хочу говорить. Я хочу уйти. Хочу отдалиться от тебя. Мне нужно подумать. Мне нужно отдалиться отсюда. Мне нужно сесть и принять решение. Я нуждаюсь в этом. Хорошо? Хорошо. Но я не оставлю в такой час тебя одну. Демир, не усложняй все еще больше, пожалуйста. Селин, Селин, смотри. Ты не усложняй для меня. Пожалуйста. Я отвезу тебя. Куда бы ты ни поехала, я отвезу. Хорошо? Такси ждет. Хорошо? Хорошо, ты жди тут. Доброй ночи. Не обижайтесь, вас нет нужды. Спокойной ночи. Я возьму ключи, приду. Хорошо? Спасибо большое, что привез. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Селин, ты приехала? Я ведь сказала, что приеду. Поехала домой, взяла пару вещей, пижамы и прочее. Вы почему так удивляетесь? Мы думали, ты не приедешь? Думали, что увидев господина Демира, ты не выдержишь, передумаешь. Вы ведь даже одну ночь не можете оставаться врознь. Вынуждены оставаться. Некоторое время. Ты в порядке? Было очень сложно. Выходить из дома. В тот момент, когда он так смотрел в мои глаза. Ничего не сказал? Сказал, чтобы не уходила. Но он знает, почему я не могу остаться. Пытается меня понять. Но все же обижен. Внутри него что-то разбилось. Я в его глазах увидела эти дребезги. Я даже не могу подумать. Ему очень больно. Он так сильно тебя любит, Селин. Как ты выдержала, девочка? Я бы не выдержала. Уходить тогда, когда он так смотрит. Не знаю. Я бы не смогла остаться. Да и уйти у меня не получилось. Сюда меня привез Демир. Где сейчас уехал? Подруга моя, я очень расстроилась. Я заварю нам чай. Ибо я позвонила поздно, но надеюсь, ты не спал? Нет, я закрыл клинику, ушел домой. Что случилось? У тебя очень напряженный голос. Селин тут. Покинула дом, Ибо. Не в порядке. Что значит покинула дом? И Демира оставила. Не знаю. Еще не дошли до этого. Насколько я поняла, господин Демир тоже не в порядке. Я думаю, может, ты возьмешь и Видата, и вы сходите посмотрите. Айда, хорошо, единственное, я займусь этим. Потом увидимся, хорошо?
Говори, парень. Рассказывай брату. Что снова сделал, что расстроил любимую? Брат Айда звонила Селин у них. Они поругались с Демиром. Состояние плохое. Хочешь, встретимся у Демира? Хорошо, клади. Клади. Селин? Ты не бросила господина Демира, да? Покинула дом? Да. Хорошо, он это понял? Знаешь, что ты не бросила его, да? Проблема не в том, что он знает, а в том, что он чувствует. Я знаю, что он чувствует так, будто я его бросила. Но ничего не поделаешь. Мне нужно подумать. Увидеть нужно. Что? Что между Демиром и Эйлюль? Селине, делай, пожалуйста. Хорошо, они были помолвлены, но они расстались. У всех есть прошлое. Видели тебя. Разрывалась тут. Хорошо. Что ты почувствовала, когда вы пили кофе? Между ними было напряжение? Нет. Они стали настоящими друзьями? Были спокойны? Я напряглась немного. Хорошо. Ты очень злилась, когда Иги тебя бросил. Хорошо, ты почувствовала то же самое, когда увидела его? Нет, конечно. Потому что то, что было между вами хорошее или плохое, уже осталось позади. Когда отношения полностью заканчиваются, никакого напряжения не остается. Ты думаешь, что господин Демир и госпожа Эйлюль все еще чувствуют что-то друг другу? Нет. Демир любит меня. Но я хочу знать, что он чувствует к Эйлюль. Говорит, что это все уже прошло, но я вижу ненависть в его глазах, когда он смотрит на нее. Он лишь хочет закрыть ее и избавиться. Селин, разве некоторые отношения так не заканчиваются? Айда, их отношения не заканчивались. Эйлюль ушла, и все осталось. Эти моменты все еще там остались. Он смотрит на нее не потому, что зол на нее, а потому, что не хочет терять меня. Ибо, Демир в плохом состоянии сейчас. Он подобное уже переживал, тяжело перенес. Ситуация немного личная. Если я сначала пойду один, можно, брат. Тогда я подожду снаружи, ты отправишь сообщение, если понадоблюсь. Или же, минутку. Ты близкий друг Селин. Да. Пойдем, ты тоже пойдем. Расскажешь, что и почему она делает. Ты хорошо знаешь Селин. Пусть он не сходит с ума. Мы должны его убедить. Я не смогу один. Хорошо, брат? Только, кажется, свет выключен. Сынок, у него жизнь потемнела, а он даже не заметил. Ты позвони в дверь, я гляну через веранду. Хорошо, брат. Демир. 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 Я звонил достаточно, никто не открыл. И тут стена. Нет, кажется. Тогда посмотрим там, куда он мог пойти. Как бы он ни пошел туда, куда мы ходили в тот вечер. Нет, не думаю. Брат, ты лучше знаешь. Куда может пойти человек, у которого разбито сердце? В теплицу, сынок. Головы не осталось, да? Я позвоню ему. Если в теплице, то пусть подождет. Кто сообщил? Айда позвонила Ибо, а он позвонил мне. Ты в теплице? Нет. Я сегодня ночью останусь один, видать. Сынок, не глупи, мы пришли с Ибо, стоим у дома. Скажи, где ты, мы приедем. Идите домой, видать. Все встали на ноги, на ночь глядя. Я в порядке. Демир, поговорим потом. Я кладу. Хорошо тогда. Я гляну, кашу для детей как раз приехал. Алло, Ибо, что случилось? Что значит нет? Его нет дома.
Как? Вы не звонили? Если не хотел говорить, то позволил бы, чтобы вы хотя бы были рядом. Поняла. Поняла, Ибо. Хорошо. Спасибо, завтра увидимся. Спокойной ночи. Селин, я переживала за господина Демира. К тому же ты ведь не в порядке, и чтобы он не оставался один, сообщила Ибо и Ведату. Но он не захотел никого. Не захотел. И дома его нет. Ибо сказал, что дверь как стена. Что происходит? Демир, пожалуйста, езжай домой. Я переживаю за тебя. Не переживай, я в порядке. Ты не в порядке. И я не в порядке, и ты не в порядке. Демиров. Я вышла, не положив кашу детям. Пожалуйста, возвращайся домой. Ложись, поспи. Если я увижу тебя в офисе в плохом состоянии, буду чувствовать себя очень плохо. А если для тебя так важно то, что я чувствую, то почему ты ушла, Селин? Я скоро поеду домой. Спокойной ночи. Сердце этого человека было разбито и до этого. Вот говорю тебе, хорошо? Хорошо. Девочки, я отправила сообщение Демиру. Он едет домой. Говорит, что в порядке. Селин, смотри. Тема о господине Демире, да и завтра мы поедем на работу. Господин Демир тоже там будет. Насколько далеко ты сможешь быть? И с Эйлюль столкнешься. Да, от нее тоже буду держаться подальше. Это ненадолго. А змея устроит ад для этой женщины. Через 2 дня уедет. Девочки, пожалуйста, все это... Пусть никто на фирме не знает о прошлом Демира и Эйлюль, хорошо? Послушайте, для всех нас будет очень сложно. Вы тоже относитесь нормально, хорошо? Хорошо. Азми сейчас о другом думает, но она мгновенно может почувствовать запах этого дела, я тебе скажу. Если почувствует, то накинется на женщину, как тигрица. Нет, она не поймет, если вы будете относиться нормально. Пожалуйста. И так тяжелая ситуация. Хорошо, Селин, хорошо. Ты меня знаешь. У меня язык без костей. Вылетает не хотя. Да. Пусть не вылетает. Я сделаю все, что в моих руках. Девочки, голова взрывается. И поздно уже. Что будем делать? Ляжем? Хорошо, ягненок, ты проходи внутрь, ложись. Мы подготовили для тебя это место, будешь спокойно. Нет, не отказываешься, не смей. Ты ночью будешь включать свет, говоря, что пропал сон, поэтому и мне его не порть, хорошо? Мы с Айдой будем спать тут, а ты спи внутри. Я права. Спасибо, девочки. Мы всегда рядом с тобой, хорошо? Если сон пропадет, приходи, включай свет, до утра просидим.
Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, любимая. Смогла уснуть ночью? Не особо. Всю ночь ждала, чтобы приехала полиция и забрала меня по подозрению в шантаже. Раз они не приехали, значит, Йылдырым сделает что-то другое. Ищет подходящее время. Великолепно. Наш план не сработал, так мы еще и как на иголках будем. Я очень поторопилась. Должна была тебя послушать. Хорошо, а Демиру мы что-нибудь скажем? Нам надо поговорить с ним насчет компенсации. Я ему говорила, что у меня есть план. Что за план, он наверняка спросит. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Доброе утро. Есть кофе, хотите? Нет, спасибо. Я не буду кофе. Буду чай. А змея чай есть, да? Я потом выпью. Господин Бурак, документы, которые вы просили. Спасибо, змея. Узнали, кажется. О тебе и Демире. Кажется, что так. Что вы делаете? Что делаем? Нормально относитесь. Нормально. Вы дуетесь на женщину, не делайте. Клянусь, Селин, в таких условиях это самое нормальное мое состояние. Это тебе нужно так относиться. Оставь это поведение. Я вам что рассказывала всю ночь? Она не виновата ни в чем. Не заставляйте меня ее защищать, клянусь, все равновесие теряю. Хорошо, Селин, не защищай тогда. Я не хочу быть несправедливой. Моя совесть не будет спокойной. Друзья, с меня хватит. Если спросит, то скажете, что с мужем проблемы. Я поработаю на террасе. Доброе утро, Сакис. Возьми. Кто положил вам эту еду, Сакис? Я положил. Доброе утро, господа. Доброе утро. Доброе утро. Что такое? Соскучились по мне? Да, не спрашивай, Демир. От тоски я не мог спать. Одновременно захотели с Ибо увидеть тебя. Я вам сказал, что в порядке, эти дела не получаются лишь словами. Я не успокоился бы, если бы не увидел своими глазами. Демир, ты поставь нам чай, мы принесли 10-бальный симит. Если уйдешь, то и потом можем выпить. Или же не выпьем, если не захочешь. Нет, дорогой, при чем тут это? Парень, нельзя предлагать варианты тому, у кого разбито сердце. Ты будешь выбирать за него.
Давай, Демир, ты не смотри на него. И сыр нам поставь, давай, на час позже езжай. Что будет-то? Заставишь все рассказать? Конечно. Проходи, Ибо, проходи. Я иду, возьми, давай. Раз пришла, сразу бежала на террасу, значит, 2 дней было мало? Нет, не поэтому. Я знаю, вы поехали туда не развлекаться. Уладили проблемы? Ты откуда знаешь, что у нас есть проблемы? Я в составе директоров. Знаю тех, кто находится там. И отцов знаю, с дочерьми познакомился. Но не знаю, в порядке ты или нет. Мы оба этого не знаем, Бурак. Помимо меня много кто знал. И не сказали мне. И ты не сказал. Ты бы предпочла услышать от меня? Не знаю. Как минимум предпочла бы, чтобы ты не молчал. Маленький намек. Ты мог бы подать маленький сигнал, чтобы я была готова, когда услышу эту новость. Я дал сигнал, Селин. Множество раз. И ты знаешь об этом. Больше ничего я сделать не мог. Все вынуждено быть так запутано. Хорошо, что будешь делать? Я даже не смогла сюда прийти. Пытаюсь стоять на ногах и пережить день. Не вини, хорошо? Демира? Эйлюль. Она неплохой человек. Знаю. Ладно. Спустимся вниз, иначе ты будешь думать, что я забросила работу. Не знаю. Увидишь, как будет перформанс. Селин ушла из дома. Ушла, но вернется обратно. Она поехала отдохнуть. Откуда знаешь? Ее дети тут. Селин не оставит их. Сколько раз она приходила ко мне, думая, что они больны? Она сделает все лучшее для них. И для вас тоже сделает все самое лучшее. Сделает. Сделает все лучшее, но ситуация очень запутанная. Думаю, что самое ужасное, что может со мной случиться, случилось, но случается еще хуже. Мы с Селин пережили многое. Думаю, что переживем и это. Я верю в это. Потом переживаем совершенно другой момент. Думаю, что все наладится. Смотрю, все снова испортилось. Уже не знаю, что мне делать. Сынок, проявишь понимание? Найдете выход с этой ситуации. Я тоже на это надеюсь. Но сложно. Знаю, что она обижена. Тяжело стоять прямо перед ней. Госпожа Тюркян звонила. Спрашивает, когда мы сможем отправить ей первые эскизы бутика. В каком мы положении? Готово, но представим ей все детально, но мне сначала нужно поделиться с Бураком. Хорошо, я сегодня посмотрю. Что происходит? Мы говорили о делах госпожи Тюркян. Она хочет увидеть поскорее эскизы. Дата представления известна. Не будем отправлять черновой вариант. Да, я также сказала. Демир, собрание в Антропане перенесли на сегодня. Ты свободен, да? Кто участвует в собрании? Ты и... Я сказала, что будет инженер. Айда? У нас сегодня есть собрание? Нет, господин Демир. Хорошо, готовься и поедем. Ты здание увидишь. Хорошо. До обеда мы будем тут.
Легкой работы. Алло, господин Нур, как вы? Я тоже в порядке. Сегодня на собрание приедет господин Демир и наш инженер, госпожа Айда. Да, вы обговорите детали проекта, а по поводу финансов мы устроим еще собрание, так будет лучше. Хорошо. Хорошего дня. Ты оставляешь работу, чтобы быть подальше от Демира. Так не получается не смешивать личную жизнь с работой. Я лишь не хочу кого-то беспокоить. Ты слишком мучаешь себя. Что бы ты ни делала, люди будут видеть тебя такой, какой они хотят. Будут думать, что я хочу, чтобы Селин и Демир расстались. Я не сказал, что они правы. Это и есть мое наказание, кажется. Уходя, я не объяснилась Демиру, а сейчас никак не могу объяснить себе. Ты не такая, какой я тебя представлял. Ты думаешь о том, что думают люди. Бурак, позволь мне немного. Мне нужно найти выход, чтобы исправить финансовое положение Артемим, чтобы уехать отсюда. Все еще там, значит? Хорошо? Легкой работы. Господин Мухарем, добро пожаловать. Спасибо, госпожа Фирузе. Вы позавтракали? Очень хорошо. У нас есть горячие булочки, которые только с печи. Свежий чай есть. Вы садитесь, Лейла сейчас же принесет. Госпожа Фирузе, я на самом деле... И пироги есть с сыром, со шпинатом, с картошкой тоже есть. Госпожа Фирузе, я пришел с вами поговорить. Да? О чем? У меня к вам просьба. Хорошо, подписываю тогда. Хорошо. Девочки, вы много работали, уже обед закажем покушать. Что хотите? Не знаю. Я ничего не хочу кушать. Селин, ты не завтракала, поешь нормально. Что закажем? Мне в офисе находиться не хочется. Хорошо, поедем в Хэппи Пай. Я иди позвоним, если собрание закончилось, она приедет. Очень хорошо будет, правда. На меня и так тут все давит. Хорошо тогда. Господин Ферух. Господин Ферух, давайте мы будем обедать снаружи, вы тоже пойдемте с нами. Пойду, конечно. Фата, что я ел в прошлый раз, была превосходна. Отлично тогда. Господин Бурак и госпожа Илюль тоже идут. Господин Бурак, госпожа Илюль, мы будем обедать в Хэппи Пай все вместе. Пойдемте и вы. А змея? Мерве? Что происходит? У меня были планы, которые составляла раньше. Вам приятного аппетита. Я тоже буду работать. Хорошо, долго будет, пока мы поедем, приедем, поэтому сейчас же пойдем. Хорошо тогда. Господин Бурак, вы скажите, что будете кушать, чтобы я заказала, пока не ушла. Ты выходи, а змеи, я уложу. Хорошо, приятного аппетита. Приятного аппетита. И покушаем пиццу. Вегетарианскую. Как в прошлый раз. Господин Демир, извините, обычно меня не укачивает, но из-за того, что мы выпили много чая на собрании, мне стало плохо. Ничего страшного. Тебе лучше, да? Спасибо, да. Как Ибо? В порядке? Ходит в клинику, доволен своей жизнью.
Правда, вы тоже часто видитесь, кажется. Да, в последнее время так. Из-за того, что я не особо социальный, помимо работы. Ибо хороший парень с сильным характером. Немного странный. Разве я могу не знать? Айда, господин Демир. Ты начинай. Нет, господин Демир, прошу. Айда, говори. Правда, неважно на самом деле. То, что я хотела сказать, очень глупо. Что вы хотели сказать? Я хотела сказать... Мне стало интересно ее состояние. Раз остается у вас, вы близкие подруги. Тебе лучше знать. Мерве как? Мерве? Да. В порядке? Оставалась у вас, да? Да, господин Демир. В последнее время все девочки собрались у меня. Немного тяжело принять ситуацию, поэтому душевное состояние не в норме. Но теплица пошла и на пользу, вы сделали очень доброе дело. Хорошо, я рад, что пошло на пользу. Хорошо, что и ты увидела здание. Не будем долгое время туда ездить. И фотографии сделали? С офиса все уладим. Да, хорошо получилось. Похолодало хорошенько. Да, надеюсь, что есть суп. Так, сюда и замерз. Да, и бог. Не преувеличивайте вы, господин Ферух. Добро пожаловать, молодежь. Спасибо. Где Айда? Они поехали с господином Демиром на собрание. Мы хотели отправить сообщение, сейчас усядемся. Хорошо, вы усаживайтесь. Я сейчас же приду. Сладкая. Добро пожаловать. Спасибо. Вы на обеденном перерыве? Да, птичка моя, решили покушать твоих вкусных блюд. Как хорошо сделали. Что хотите покушать? Лейла, я приму заказ. Ты сейчас же едешь в особняк. Почему я сейчас же еду в особняк, не поняла? Мастер Мухаррем привез принадлежности, должен посмотреть. Заладил, что в обед. Что не так-то с пирсом? Насколько я знаю, ничего нет. Сколько я помню, этот пирс стоит на месте. Он устал. В новостях тоже было, что особняки, что у причала, с каждым годом все ближе и ближе к морю. Дай бог не проснетесь ночью и не найдете себя в Черном море. Не дай бог. Наш особняк движется в сторону моря? Нет, мастер очень трудолюбивый. Он даже малейшую деталь хочет исправить. Конечно, дорогая, очень трудолюбивый, тонкий человек. Господин Ферух, ваши эти шутки. Ладно, вы оставьте это. Как прошел ваш ужин? Куда отвез господин Мухаррем вас? На концерт ходили. Как прекрасно. Почему мы не делаем такого? Развлечемся, споем песни, отдохнем. Клянусь, мы так развлеклись. Эти старые песни очень затрагивают за душу. Все это пережили и пели вместе. Смотри ты на мастера. Какие вы удачливые. Нас некому отвезти на концерт. Клянусь, тебя любят, тетя Лейла знает ему цену. Какая любовь, дорогая. Это была встреча друзей. Какие друзья, какие друзья. Давай, не опаздывай. Давай, мастер ждет тебя там. Хорошо тогда. Человек останется в дверях. Давай, хорошо. Тогда вам приятного аппетита. Спасибо, птичка. И что будете кушать, дети? Что будем кушать? Еще чего-нибудь желаете? Нет, принесите счет. Хорошо. Спасибо.
А девочек? Говорят, что поехали в Хэппи Пай, спрашивают, смогу ли я приехать. Хорошо, я отвезу тебя, а оттуда поеду в офис. Господин Демир, вы тоже пойдемте. Вместе покушаем. И вы бы отдохнули перед работой. Кто есть? Селин, Мерве, Азмия, господин Ферух. Господин Демир, пожалуйста, пойдемте. Все будут очень рады пообедать с вами. Нет, я не пойду. Они вышли, чтобы быть подальше от офиса. Раз тебя позвали, значит, вам есть о чем поговорить. А вы спокойно говорите. Отдохните. Господин Демир, айда. Прошу, господин Демир. Как Селин? В порядке. Хорошо, хорошо. Пусть будет в порядке, я рад. Господин Демир, в ближайшее время она вернется домой. Не переживайте. Она тоже видит, насколько эта ситуация глупая. Пусть возвращается, конечно же, это ее дом. По-моему, тоже. Пойдем? Иначе застрянем в пробке. Конечно, поехали. В прошлый раз эта пицца была вкуснее. Потому что в прошлый раз на 15 метров мы были выше земли. Адреналин изменил вкус пиццы? Не вкус, а его ощущение. Верно. Заставляет человека делать странные вещи. Очень странные вещи. Бурак, ты не будешь преувеличивать, да? Что? Бурак Янгель? Да? Элюль Гюндезели. Я. Подпишите здесь. А вот тут. Будь проклята. План Йылдырыма был такой. Бурак, что это за фотографии? Тут Айда, Мерве, Ферух. А это кто? Бара. Муж Мерве. Хорошо, а кто эта женщина? Демир говорил о мафии, чтобы испортить мнение обо мне впервые за ужином, когда ты приехала. Это та женщина. Госпожа Сен. Бурак. Бурак, чтобы отправить Демира, ты нанял мафию? Нет, конечно же. Они шантажировали меня по поводу денег. По поводу каких денег? С кассы Артемим? Бурак. Бурак, скажи, что ты не делал этого. Это серьезная проблема. Некую часть отправили. Но постоянно сумма увеличивалась. Из-за того, что в руках не было больших дел, я должен был сунуть Исен на фирму в качестве клиента. А через дела, которых быть и не должно было, должен был отправлять деньги. А когда женщина села в тюрьму, избавились. Бурак, ты не можешь избавиться. Что ты наделал? От такого дела ты не сможешь избавиться. Элюль, успокойся немного. Ферух уничтожил все документы, которые связывали нас с Эсен. Мы стерли следы. Не переживай. Один след обязательно останется, Бурак. Фотография, которую забыли в углу, подпись, поставленная в конце. Обязательно найдется тот, кто посмотрит внимательно. Ты... Как ты можешь так поступить со своей же фирмой?
Люль, поговорим об этом в другом месте. Я успела. Приятного аппетита. Проходи, Айда, проходи. Спасибо, сладкое. Прекрасные блюда. Вы разве не были на собрании с господином Демиром? Почему он не пришел сюда обедать? Господин Демир довез меня и поехал в офис о змее. Когда мы тут обедаем с Селин, он будет один обедать в офисе. При чем тут это, дорогая? То есть, кто мы здесь, цветочные горшки о змее? Если бы господин Демир пришел, он бы не кушал с тобой. Он бы кушал с сотрудниками не просто так. Ничего, то есть о змее господин Демир ведь наш начальник. А мы, будучи его сотрудниками, если между нами будет субординация, было бы хорошо. Просто слова. Вы покрываете субординацию свиданием пар, госпожа Айда. Просто мы и так услышали. Но разве господин Демир не изменился сильно? То есть изначально пришедший профессионал ушел, на его место пришел человек, находящийся в замешательстве. Жаль. Что с ним, в чем замешательство? Нет ничего такого, это с этим не связано. Хватит уже. Девочка только пришла, пусть хоть отдышится. Давай, дорогая, ты поешь, не будем опаздывать в офис, давай. Да. Да будет проклято. Я хотела уехать отсюда. Все, решив, хотела уехать. Я во что ввязалась, так не верится. Люль, ты ни во что не ввязывалась. Ни на одной из этих фотографий тебя нет. Это проблема, моя проблема. А Йылдырым следит за мной. Следит за всеми нами, Бурак. Человек следит за всеми. И человеку в руки попали козыри, которые всех нас могут уничтожить. И нет ни одной причины их не использовать. Меня поймают, это самое плохое, что может быть. И Артемиум разорится. Эти дела так не получаются, Бурак. Смотри, на этих фото есть несколько человек. И на всех подадут в суд. Репутация Демира будет испорчена. Репутация всех, у кого в резюме указано Артемиум, будет испорчена. Люль, можешь немного успокоиться? Если хочешь, можешь взять завтра билет и уехать отсюда. Все это останется для тебя позади. Не смогу уехать, Бурак, как уеду? Не решив эти дела, не смогу никуда уехать, потому что это будет преследовать меня всю жизнь. Пусть длится сколько угодно, я никуда не уеду. Что происходит? Почему кричите? Демир, мы можем немного поговорить, срочно. Хорошо, идемте поговорим. Ты говорила, у меня есть один план. Не напрягайтесь, я решу дела с компенсацией. Этот план не сработал. Хорошо. Каков был план? Люль. Я правда была готова сделать все, что в моих руках. Главное, чтобы эта проблема решилась скорее. Но итог вышел не таким, каким я ожидала. Ладно, может, ты перейдешь к делу? Это было моей идеей. Нет, не было. Люль, оставь меня. Вы объясните, как положено. Мне начинает надоедать. Я позвонила Аляре. Что сделал? Позвонила Аляре. Потому что мы не можем доказать, что не заслуживаем этой компенсации. Я попросил дать показания в нашу пользу. Что она отсрочила дела отца по своему желанию. Дела дочери сначала, если скажет о том, что мы попросили, только в этом случае это решение изменится. И ты поверил, что Аляра это примет, да? И ничего не ожидая взамен? Ошибся. Ошибся. Ладно, ты когда вступила в этот план? Люль, поговори с советом директоров, чтобы пойти на компромисс с господином Йылдырымом, хотела заставить отца. Потому что отец не помог бы мне в этом деле. Свой план объяснил. Люль, еще не зная Аляру, думала, что он поможет.
Да, она не знает. Но ты знал. У Аляры есть слабость к тебе. Я думал, какой бы ни была разгневанной, ей будет совестно, что у кого-то проблемы по несправедливости. Но о чем мы говорим сейчас? Кто-нибудь может мне сказать, что нам делать? Мы разоряемся на глазах. Я буду просить об изменениях для компенсации. Но все равно будет трудно, это очевидно. Кто-нибудь может мне разумно объяснить, почему мы не были против решения? Потому что это отражено в прессе. Господин Йылдырым о том, что он надоедает дочери, знает по слухам. Это испортит престиж Артемим. Но твою репутацию сравняет с землей. А Аляра на стороне отца, и она это продемонстрировала. Мне нужно ответить. Мы оставили дверь открытой. Разве у нас осталась голова? Господин Мухаррем, что вы здесь делаете? Добро пожаловать, госпожа Лейла. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Госпожа Лейла, вы можете позволить мне это счастье? Господин Мухаррем. Для того, чтобы приступить к строительству, нужно окончательное разрешение проекта, госпожа Дарим. Но, конечно, ваше желание меняется быстрее, чем процесс разрешения. Госпожа Дарим? Хорошо, госпожа Дарим. В таком случае потом встретимся, чтобы обсудить видение. А змея назначит время собрания. И вам хорошего дня. Что она опять хочет? На этот раз того, чего она не хочет, больше, чем того, что хочет. А я уже думала, что она будет довольна последним видом проекта. Ты слишком оптимистична. Пришло сообщение, связанное с проектом галереи. Я поговорю об этом с господином Демиром. Эйлюль внутри, айда. Сейчас у них совещание, не беспокой, позже покажешь. Я возьму кофе. Это будет сложный процесс, Демир. Эта компенсация означает экономическую проблему. Мы можем быть вынуждены расстаться с некоторыми работниками, даже с менеджерами среднего звена. А это Селин, Мерве, Айда и Ферух.
Возможно, пару месяцев не сможем платить им зарплату. Еще слишком рано. Никому из них не нужно об этом знать. Будет сказываться и на их работе. Мы вынуждены сохранять спокойствие, пока все не станет ясным. Но, Демир, пойди. Господин Демир, нужно сейчас же это подписать. Извините, что вот так врываюсь во время совещания. Хорошо, нет проблем. Мы делали что-то очень похожее. Прошу. Легкой работы вам. Госпожа Змея, пожалуйста, не закрывайте дверь. Хорошо. Нам нужно сократить расходы. Мы должны снизить зарплаты. Может, перейдем на метод удаленной работы на пару дней? Понял. Об этом потом подумаем. Ты сейчас попроси у господина Феруха, чтобы дал список расходов. Потом вместе пройдемся по нему. Дверь осталась открыта. Пусть шум снаружи не доходит до вас. Именно поэтому я тебе говорила, чтобы не рассказывал Селин. Она на пустом месте напряжена. Причина напряжения не твое существование, а мое отсутствие. Скучает, боится. Но все равно пытается делать то, что лучше всего. Ты можешь быть уверен, что я также переживаю за чувства Селин. Я делаю все, что в моих руках, Демир. Ты говорила, что не уедешь. По крайней мере, обещала. Потому что положение компании оказалось намного сложнее, чем я думала. Стараюсь, но просто это займет больше времени, чем я ожидала. Тогда старайся еще больше, Эйлюль. Лейла, что случилось? Лейла? 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 Сестренка? Сестренка, Лейла? Лейла? Фирузе? Говори, сестренка, говори. Господин Мухарем сделал мне предложение. А что ты ответила? Сказала «да». Лейла. Лейла. Наконец-то. Поздравляю тебя. Наконец, дорогая сестренка. Я здесь от волнения вся сыпью покрылась, думая, что ты там ответишь. То есть ты знала? Знала, конечно. Утром пришел, попросил мне разрешения. И я дала ключи господину Мухарему. Жених звонит. Господин Мухарем, поздравляю. Не стоит, госпожа, не делайте. Почему, дорогой? Вы сделали предложение, Лейла приняла. Теперь слушайте, я хочу, чтобы все было как положено. Пока любящие и любимые госпожи Лейлы не подтвердят, это дело не пойдет. Поэтому попрошу один день вашего драгоценного времени. Для чего? Чтобы попросить руки госпожи Лейлы должным образом. Скажите мне дату. Что за дата, дорогой? В нашем возрасте, если люди приняли решение, то время терять не стоит. Сегодня вечером ждем вас. Приходите, господин Мухарем. Что происходит, Фирузе? Лейла, сегодня вечером придут просить твои руки.
Я и так согласилась на предложение. Хорошо, ты-то согласилась. А мы отдаем ли нашу девочку? Посмотрим. Правильно. Давай, иди, давай. Давай, иди. У нас столько всего, что нужно сделать. Давай. Давай, столько всего будем делать. Лейла, пошли, уходим. Идем. Мы можем поговорить? Конечно, проходи. Тебе не нужно оставлять дверь открытой, когда проводишь совещание с Демиром. И не нужно уводить взгляд, когда разговариваешь с Демиром при мне. Это ты должна была пойти сегодня с Демиром на совещание, да? Но ты отправила Айду. Я просто не хочу, чтобы из-за меня возникла неприятная ситуация. Но что бы я ни сделала, ты видишь во мне его бывшую девушку. Чтобы уйти отсюда, я правда делаю все, чтобы уйти из этой компании. Но мои планы не срабатывают. Я всего лишь... Пожалуйста, не нервничай. Я тоже начинаю нервничать, когда ты нервничаешь. Когда вы пытаетесь что-то доказать мне, складывается такое ощущение, словно вы играете роль. Вместо того, чтобы играть роль, избегать друг друга. Лучше решите свои проблемы. И что-то оставьте в прошлом. Я правда советую вам это. То есть, если вы можете это сделать. Селин, ни в его мыслях, ни в моих нет ни малейшей возможности. Поэтому, пожалуйста. Я делаю все, что могу. Знаю. Слушай, госпожа Фирузе. Демир, у меня для тебя радостная новость. Эта новость и тебя очень касается. Вот как? Хорошо, тогда говорите. Мне сегодня нужны хорошие новости. Господин Мухаррем придет сегодня вечером просить руки моей сестры. Хорошо, поздравляю. Только какое это имеет отношение ко мне? Я это не понял. Демир, ты и Селин — наши души. Вы ведь не оставите нас одних в такой особенный день. Послушай, моя сестра ждала наступления этого дня 30 лет. Чтобы она не почувствовала себя одинокой. Мы обязательно будем ждать вас вечером в особняке, хорошо? Давай, целую. Но, госпожа Фирузе, я очень занят и сейчас в компании... Фир... Бросила трубку. Взяла и бросила трубку. Но я сам виноват. Зачем вообще отвечал? Еще сватовство свалилось на нашу голову. Селим Генджалар очень красивый человек. Да еще и зовет. Девочки, идите сюда, соберитесь вокруг меня. Что случилось, мастер? Вечером я пойду просить руки. Вы с тетей Лейлой женитесь? Какая хорошая новость, я очень рада. Вы так подходите друг к другу, будьте бесконечно счастливы. Аминь. Я поздравляю, мастер. А значит, нам было суждено увидеть вашу свадьбу? Я очень рада, мастер. Пусть Бог пошлет вам счастье, мастер. Ладно, постойте, не позорьте меня. Я попрошу руки и посмотрю на ситуацию. А сейчас самое главное. Где мне купить самые лучшие цветы и шоколад в Стамбуле? Мы берем это дело на себя. Тебе ничего не нужно делать. А с кем ты пойдешь просить руки госпожи Лейлы? С кем мне пойти? Я одинокий человек. Сам пойду попрошу руки своей Лейлы. Нельзя? Что значит пойти одному, дорогой? Да разве мы оставим тебя одного? Конечно же, мы будем там, я точно приду. Только ты со стороны невесты, милая. Разве?
Да, кажется так, но ничего, без разницы. Я все равно буду там. Это очень волнительно. Я не могу пропустить такое. Мастер женится, мастер. Тогда мы будем со стороны жениха. Ай да, я и ты. Вот сейчас ты хорошо сказала. Мы сторона жениха. Вы правда пойдете со мной вечером? Обижаешь, мастер? Ну, наверное. Мои добрые девочки. Вы в такой день не оставили меня одного. Только у нас очень мало времени. Пожалуйста, решите вопрос с цветами и шоколадом. Потому что я не могу пойти с чем-то обычным в этот особняк. Ты не расстраивайся, мы взяли это дело на себя. Только ты ведь купил кольца? Дай посмотрю, дай посмотрю. Очень красивые. Ладно, все. Это готово, остальное мы сделаем. Но сначала нужно поговорить с господином Бураком. Посмотрим, разрешит ли он уйти пораньше. Войдите. Это... Если ты свободен... Проходи, Селин. Демир, знаю, что мы на работе, но... Ты не любишь обсуждать здесь такое, но... Хочешь кофе? Что, прости? Свари тебе кофе. Нет, это... Приходил мастер Мухаррем. Они женятся с тетей Лейлой, а сегодня вечером будет просить ее руки. Девочки пойдут с мастером Мухарремом, и мы... Они хотят, чтобы мы были там. Знаю. Я только что говорил с госпожой Фирузе. Вот как? Да. Конечно же, она даже не дала возможности сказать. Дала поручение и бросила трубку. Демир, ты пойдешь? Хорошо, я знаю, ты не особо любишь такие вещи и плохо знаешь мастера Мухаррема, тетю Лейлу, но они захотели, чтобы мы стали свидетелями их прекрасного дня. Что скажешь? Демир, ты пойдешь? Хорошо, сходим. Правда? Серьезно? Только, Демир, нам нужно пойти немного пораньше, потому что они будут готовиться. Может, им понадобится помощь. Хорошо. Отпросись у своего начальника и пойдем. Сейчас? Да. Давай. Давай. Удивительно. Это было очень легко. Поздравляю, мастер. Спасибо, господин Фирух, спасибо. Я тоже хотел бы быть там, но теперь уже только на свадьбе. Спасибо, господин Бурак. Еще раз поздравляю. Большое спасибо. Итак, раз вы отвечаете за подготовку, то уходите сегодня пораньше. Я как раз хотела сказать тебе это, ты просто супер, Бурак. Господин Мухаррем, увидимся вечером. До встречи, господин Демир, спасибо. Ты тоже идешь? Они сторона невесты, господин Бурак. Я готова. Я буду у себя в кабинете. Айда? Я видел сообщение насчет галереи. У меня есть пару идей насчет этого. Если хочешь, ты тоже иди сейчас. Завтра обсудим. Хорошо, господин Демир. Хорошего вечера. Чего вы стоите? Давайте, шевелитесь. Встретимся в Хэппи Пай, пойдем. Пусть все придут туда. Ты ведь не забыла подписать это? Демир, что ты делаешь? Мы же собирались к тете Лейле. Хорошо, поедем. Но еще долго до этого. Давай выпьем кофе у побережья. Ты в порядке? В порядке. А ты? Я жду тебя. Демир, чтобы ты определилась.
Ты пытаешься держать дистанцию, я понимаю. Не хочешь приближаться. Ладно. Хочешь наблюдать со стороны? Наблюдай, увидишь. Я выдержу это. Но то, что у тебя в голове... Что в моей голове? Я сегодня увидел, что там. Демир, я закрыла дверь, чтобы вам было комфортно. Чтобы не было шумно. Селин, пожалуйста. Я знаю, что ситуация очень глупая. Но ты зря себя мучаешь. Я думаю, что могу сделать, чтобы ты не чувствовала себя плохо. И ничего не могу придумать. Веди себя нормально. Если будешь продолжать уводить свой взгляд, то я не смогу нормально вести себя, Селин. Я делаю все, что могу. Знаю. А сегодня вечером мы также будем вести себя там, у госпожи Лейлы. Я не хочу, чтобы они знали. К тому же сегодня вечер тети Лейлы. Не будем омрачать. Тогда мы можем разрешить себе сегодня сделать перерыв в этой путанице. Сможем пойти туда как пара? Мы... Как это? То есть, мы сейчас пара. Для меня ты так. Поскольку тебе больно, то и для тебя это так. Но ты ведь пытаешься держаться подальше от своего парня. Это заметно, если посмотреть со стороны. Я потому и спросил. Нет, пусть не узнают. К тому же, если госпожа Фирюзе все поймет, то мы пропали. Тогда сегодня вечером не будет никакой дистанции. Нет. Хорошо? Мы опоздаем. Пойдем? Минутку. Давай. Давай пойдем. Ихсан. Где это? Где номер этого продавца шоколада? Ихсан, иди сюда, иди. Где номер нашего продавца шоколада? Не могу найти сейчас. Там, но у меня есть. Хорошо? Сейчас же позвони ему, это очень срочно. Пусть приготовит мне шоколад. Но пусть приготовит самый особенный шоколад, который у него есть. Мы идем просить девушку. Давай, звони немедленно. Хорошо. Самое лучшее. Хорошо? Что мне сейчас добавить? Видат? Видат. Мерве? Что случилось? Мерве, что случилось? Что-то плохое? Быстро. Чем бы ты ни был занят, оставь. Нам нужно собрать самый красивый букет для сватовства. Срочно. Какая девушка? Потом расскажу, Видат. Давай же, нужно на сегодняшний вечер. Сейчас, быстро, давай. Демир, давай, мы должны быстро приготовиться. Мы пойдем раньше всех в особняк. Почему мы идем раньше всех? Пойдем, когда будем готовы. Где-то видно, чтобы сторона девушки приходила после стороны парня. Селин, почему это мы со стороны невесты? Я не понимаю. Потому что тетя Лейла твоя тетя. С какой стати тетя Лейла моя тетя? Я не помню, чтобы у моего отца была такая сестра. Тетя Фахрия тогда. У меня нет никакой тети. Демир, ты сейчас же пойдешь готовиться, хорошо? Может, мне принять душ? Нет, потом мы точно опоздаем. Ты тогда проходи. Сейчас через 5 минут выйду. Демир! Демир, я еще не закончила. И ты наденешь костюм. С чего ты вдруг? Почему я должен его надевать?
Потому что представитель невесты не должен быть в футболке. Минутку, вы у меня будете просить девушку? Мы так не договаривались. Селин, что я в этом смыслю? Селин! Только этого не хватало. Только этого. Видат, получилось. Мерве, дорогая, это не букет, это целый венок. То есть, из-за того, что это особенный день, я решила так. Понимаю, но когда просят девушку, нельзя так преувеличивать. Будет выглядеть как показуха. Конечно, я не знала. Меня никто не приходил просить. На самом деле это просто формальность. Ничего такого. Дело там в воспоминаниях, сердце. Ну вот, воспоминания, сердце. Мы все испортили. Итак, очень хорошо. Сейчас мы отсюда не выйдем, так ведь? Тогда вот как сделаем. Мерве, проходи внутрь, сделай нам 2 крепких кофе. Только с пенкой. И букет оставь на меня, дорогая. В конце концов, Ларри, здесь я. Давай, сделай кофе и возвращайся. Боже мой, я не могу открыть рот, неизвестно, куда свернет разговор. Везде подлавливает. Азмия, ты пришла? Идем, идем. Я кое-что приготовила, но хватит ли этого? Мы что, отнесем сладкое в этих коробках? Ты совсем не разбираешься в этом. Не сладкое, милая моя. Там внутри пирог. Еще торт после того, как попросим девушку, поедим. Молодец. Иногда твоя голова работает. А я уладила дело с гондолой. А змее, мы что, на гондоле отправимся в особняк? У меня морская болезнь, я не могу. Что вы за девочки такие, ничего не знаете? Если бы не я, что бы вы делали? Послушай, посмотри на меня. А змея, что это? Гондола. Самая важная часть, когда идешь просить девушку. Мы бы не отнесли сладкое в этих коробках. Принеси, переложим. Сладкого еще нет, не привезли. Откуда везут, девица? У своего сладкого я сделала особенный заказ. Исо, подойди сюда. Идем, идем. Ты звонил по поводу сладкого? Сестра, он попал в пробку. Что? На несколько часов. Полчаса ждет человека. Что это теперь будет? Мастер Мухаррем поедет с пустыми руками? Хорошо, Азмия, не паникуй. Не паникуй. Мерве тоже еще не пришла? Я знала, в такой особенный день обязательно будет какая-то проблема. Наш единственный мастер Мухаррем влюбился, захотел жениться. Когда все должно было быть идеально, посмотри, что у нас. Азмия, хорошо, что поделать? Не сдавайся. Что поделать?
Машина опоздала. Раз мы не успеем. Я очень расстроилась. Привет. Куда я еду? Господин Ибрагим, давайте. Этот вам подойдет. Ведат очень красивый. Мастер Мухарем очень обрадуется. Ты его не видел, но он самый милый человек в мире. Лучший из всех. Еще больше он понравится госпоже Лейле. То есть букет на все 100%. Он подойдет для особняка. Особняк? Эти цветы отправятся в особняк? Ведат, только не говори, что они не подойдут туда. Я упаду в обморок. И так время уже на исходе, не нужно немедленно уходить. Пусть будет как будет. Погоди, поедешь, но... Сейчас ваш мастер Мухарем попросит девушку с особняка? Да, что? Ладно, а ему отдадут? Вы уверены? То есть господин Демир наверняка отдаст. Кто? Господин Демир? Он тоже в деле. Минутку, разве Демир не должен быть со стороны парня? Они очень хорошо ладят с госпожой Лейлой. То есть вначале были проблемы с продажей дома, но все решится. Госпожа Лейла и госпожа Фирузе? Это та госпожа Лейла, старая владелица дома. Да, что? Ничего. Все отлично. Очень даже хорошо. Демир наверняка рад очень такому своему положению. Потому что я знаю, он очень любит такие вещи. Просто обожает. Ладно, ты не опаздывай, передавай большой привет Демиру. Хорошо, ладно, еще раз спасибо. Ну что ты, пожалуйста, только вот если вы снимете видео, как раз когда будете просить девушку, когда Демир будет слушать, если возможно, то увеличив, снимите его ответ, чтобы я это видел. Хорошо, ладно? Давай увидимся, увидимся. Ах, мой Демир, ах. Я тоже должен был быть там. Ну ладно, поиздевайся потом. Что хоть нужно говорить? Между молодыми... Нет. Молодые между собой договорились, дали друг другу слово. Минутку. Какие еще молодые? Сколько им лет? Не молодые, нет, не так. Селин, давай послушай, я готов, жду тебя внизу. Минутку, мастер Мухарем немного моложе. Потом не будет проблем. Ладно, какая разница нам? Ну ладно, не будем говорить о возрасте. Это тема больная. Наша девушка и ваш парень. Парень взрослому мужчине нельзя. Госпожа Лейла и господин Мухарем. Если мы опоздаем, они очень разозлятся. Ты очень красивая. Если твоя репетиция закончилась, можем идти. Я кое-что скажу. Это обязательно, что просили у меня. Демир, пойдем.
Так немного необычно вышло. Мы подумали, что вы придете с работы голодные, решили сначала подать горячее. Клянусь, очень хорошо сделали. У меня перед глазами летали бабочки, я бы умерла от голода. Здоровья вашим рукам. Все очень вкусно. Приятного аппетита. Чем занимается наш парень? В очень важной фирме по структуре и архитектуре зданий образованный мастер. Зарплата тоже очень хорошая. Очень хорошо. Очень хорошо. Дом, машина. Фирузе, что это за вопросы такие? Откуда мне знать? Спрашиваю, как положено по обычаям. Вы правы, госпожа, спрашиваете. Госпожа, у меня есть хорошая машина и дом. Но вот только место, где будет жить госпожа Лейла, это дворец моего сердца. Мне плохо стало, очень романтично. Наш мастер такой. Такими глубокими фразами западает нам всем в сердце. Если бы я была на вашем месте, я бы отдала девушку. Тогда не будем затягивать, перейдем к кофе. Какой кофе вы пьете? Разве может быть такое, госпожа Фирузе? Вы не утруждайтесь. Я знаю, кто какой пьет, я принесу. Так нельзя, дорогая змея. Ты со стороны жениха. Где такое видано, чтобы в доме невесты кофе варили со стороны жениха, не так ли? Не так ли? И правда, девица? Это привычка. Нам всем сейчас Лейла приготовит кофе. Селина, ты поможешь, не так ли? Конечно. С вашего позволения, уважаемый. Конечно. Конечно, конечно. Давайте, пройдем. Ну, как вы? Хорошо. Папа, я пишу тебе эти строки с чувством страшного стыда. Я впервые чувствую себя прижатой к стенке. Ты знаешь, я всегда нахожу выход. Впервые не нашла. Могу я войти? Для тебя было очень сложно соврать Демиру сегодня. Знаю. Но это был единственный выход. Мы не можем сказать Демиру, что мы шантажировали Йылдырыма. Пожалуйста, скажи, что ты не расскажешь об этом папе. Прошу. Спасибо. Азмия, дорогая, прошу. Спасибо, дорогая госпожа Лейла. Приятного аппетита. Господин Мухаррем, прошу, это ваш. Спасибо. Сестра, твой кофе, приятного аппетита. Господин Демир. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита.
Кто приготовил кофе? Я. Ты добавила соль? Ну, конечно. Тебе ведь совсем не стыдно. Взрослого человека напоишь соленым кофе. Это традиция, обычай. Я хочу, чтобы он почувствовал все прелести этого момента. Ты измучаешь человека, измучаешь. Ну так, смотри, он пьет. Молодец. Он совсем не показал. Браво. Выдержал. Госпожа, причина нашего визита известна. Известно. Сейчас госпожи, те, кто знаком со мной, знают, как я живу, как веду себя, какой в быту. Надеюсь, я смог показать себя госпоже Лейле. По этой причине, с веления Господа и разрешения пророка, я прошу для себя госпожу Лейлу, господина Демира. На самом деле, если вы попросите у госпожи Фирузе, будет правильнее, не так ли? Но, Демир, девушку просят у мужчины из семьи. У нас никого не осталось, все ушли. Ты считаешься нашим племянником. Это задание выпадает на тебя. Хорошо. Раз вы настаиваете... Сейчас, господин Мухаррем, одну девушку просят 1000 мужчин, и получает один мужчина. Нет, больше никто не просит. Оставь ты эту 1000, давай пользоваться тем, что есть. Хорошо. Тогда... Госпожа Лейла и господин Мухаррем познакомились, сблизились и приняли решение между собой. Но, по-моему, перед тем, как принять решение о браке, нужно согласовать некоторые правила. Какие правила? Например, время сна, разделить дела по дому, при возникновении проблемы методы ее решения, например, режим для гостей. По-моему, согласовать все это очень важно. Демир, что ты говоришь? Посмотри, человек сейчас в обморок упадет. Давай. Хорошо, дорогой. Можно об этом поговорим позже. Сейчас мы перейдем. Главное, я предупредил. Ты молчи. Тогда... Погодите, господин Демир. Властью, данной мне госпоже Фирузе, я отдаю госпожу Лейлу, чтобы она провела всю жизнь во дворце в сердце господина Мухаррема. Ура! Прошу, госпожа.
Эйлюль, пожалуйста. Я не хочу говорить тебе, я же говорил. Но я хотя бы предупредил тебя. Сказал, что ты почувствуешь себя плохо. Есть некоторые поступки, от которых потом нельзя будет вернуться. Скажи ты это Демиру или отцу, все равно все станет хуже. Способ, который я нашла для решения, еще больше загнал нас в угол. Ладно, если бы он подействовал, но ситуация стала еще хуже, чем раньше. Если господин Йылдырым эти фотографии, я не говорю еще о том, что он может слухи пустить. Если он сдаст эти фотографии в прокуратуру, если твоя связь с мафией всплывет наружу, я и тебя сожгла. Не ты сожгла меня. Все ошибки я совершил сам. Те места, в которые я тебя тяну, очень темные. Я привык к тьме. Этот вечер прекрасен, не так ли? Все по правилам получилось. А Змея, ты очень помогла, спасибо большое. Не за что. Наша цель — воссоединить влюбленных. Мы к этому стремимся. Очень вкусный шоколад. Только сказали, что вечер проходит без проблем, я снова со своей неуклюжестью, извините. Это еще что? Вечер, когда ко мне приехали свататься. Наше антикварное окно разбилось вдребезги на 1000 частей. Это с глаз сошел с глаз. Когда к моей подруге приехали свататься, электричество выключилось. А когда включилось, смотрят, жениха нет. Сбежал. К тому же с самой близкой подругой невесты. Когда мы прошли просить руку девушки для Видата, они сделали соленый кофе. Смотрю на Видата, он пьет спокойно. Потом отпиваю свои чашки. Какой же он был соленый. Яд, яд. Ты выпил, ты выпил. А господин Видат везучий. Для сына нашего Видата пошли просить руку девушки. Но они поехали толпой, доехали до дома, увидели, что дом полон людей, развернулись и уехали обратно. Хорошо, хорошо, они обратно вернулись. Я для 20 человек сварила кофе в кастрюле, когда ко мне пришли свататься. Из глаз слезы пошли, клянусь. Да. Я, с вашего разрешения. Вы знаете, Мерве очень плохо. Она растрогалась. Я пойду к ней, пока не поздно. Нужно присмотреть за ней. Мастер Мухарем, тетя Лейла, вы не вставайте. Я желаю вам счастья. Вы не утруждайтесь, я сама пойду и так знаю дорогу. Всех целую, спокойной ночи всем. Спокойной ночи, Селин. Госпожа Лейла, господин Мухарем, я желаю вам счастья. Спасибо вам, что пригласили нас на такой важный вечер, в этот особенный вечер, и нас собрали. Спасибо большое. Пусть Господь покажет нам продолжение, не утруждайтесь, я знаю дорогу. Спокойной ночи. Спасибо, господин Демир. Что значит такси нет? Как такси может не быть в такой час? Я не понимаю, правда. Хорошо, а такси приедет?
Хорошо, можете отправить его для меня? Селин? Я такси вызвала. Жду. А зачем? Мы же идем в одно и то же место. Давай пойдем. Я тебя на машине подвезу до дома. С какой стати я поеду на такси? Ну, его сейчас нет, но приедет в конце концов. Ты же знаешь, что ты мне объяснишь в конце концов. Ты не сможешь так легко сбежать от этой темы. А чего мне бежать? Я как будто сделала что-то такое, от чего нужно бежать. Что это значит? Как раз про это хотел спросить. Что значит, когда приехали свататься? Димир, это дело было бессмысленным. И вообще, это место очень маленькое. Люди иногда проверяют. Что значит иногда проверяют? Я даже не знала об этом. Люди пришли. И вообще, это место маленькое, по традиции. Даже если скажешь нет, все равно готовишь кофе, выслушиваешь их. Вы выслушали их. Ты, госпожа Рихан, господин Семих, сели и выслушали их, да? Давай, рассказывай. И кофе ты сделала, что потом? Что сделала? А соль положила в кофе господину? Димир, мы с ним... То есть... Мы друг друга... Между нами не было такого. Это мой друг из лицея. Это твой друг с лицея. Значит, вы были знакомы. Куда ты уходишь? Стой, минутку, стой. Сначала ты рассказывала маленькие истории, а потом как сватовство, а потом внезапно стал твоим другом из лицея. Давай сделаем так, сразу получу итог этой истории, тема закроется. Лицей закончился, мы расстались, все. Откуда мне знать, что спустя года он придет просить моей руки? А это не мне знать, а тебе. Между вами произошло что-то, из-за чего не смог забыть тебя. Что? Что мы могли пережить? Мы были детьми. Самое большое, это мы, наверное, сходили в кино, подержали за руки. Кино, значит. А на какой фильм пошли? Ужастик? Димир, я не помню. Потому что вы не смотрели фильм, да? Хорошо. Димир, я вернулась обратно домой. Почему? Потому что желудок разболелся. Потому что ты разволновалась. Нормально, нормально. Димир. Господи. А что же такое случилось, что этому парню спустя годы захотелось прийти к тебе свататься? Не знаю, Димир. Захотел. Так не бывает, так не бывает. Там есть скачок во времени. Например, я. После похода с девушкой в кино я не стану делать ей предложение. Да? А после чего ты сделаешь предложение? Расскажи немного. Минуточку. Пройдем мимо этого. Да, почему проходим мимо? Почему? Любимая, потому что мы говорили об этом, мы вернемся к тебе. Нет. Мы не вернемся ко мне, потому что я иду домой. Нельзя так убегать, нельзя. Я не получил нормального ответа своим вопросам. Жду. Минутку. Ты с ним танцевала на улице? В школе, на вечеринках? Они снова ссорятся. Что нам сделать? Может, водой облить? Мерве, они что, котята? Постой, ради бога. Или это тот парень, который болтливый? Который все время пропускал с собой закат. Этот? Какой ты упрямый ревнивец, товарищ. Что же ты такого сделал, что нашел в себе смелость спросить твоей руки спустя столько лет? Я ничего не делала. Ничего не делала. Чего ты, например, не делала? Этого. Я не видела. Не видела. Не видела. Иди сюда, стыдно же. Господи. Это из-за нервов произошло. В этом не было никакого смысла. Из-за любви произошло. Ты можешь придавать любой смысл этому. Димир, не путай меня. Запуталась она.
Господа сваты пришли, а я только узнаю об этом. Это я запутался, я. Девочки, не смейте ничего говорить. Айда, на эту ночь я останусь в твоей комнате. Господи, все вокруг горит. Ты видела то, что я видела, да? Видела, сама сгорела. Мерве, я ничего не говорила. Не говорила ничего не сказала. Сказала. Безмозглый ублюдок. Девушка тебя даже не поцеловала. А он еще и руки просить идет. Что я наделала? Нет, это из-за нервов случилось, я знаю. Иначе я бы не дала повода. Как зовут этого парня? Ложись спать, Демир. Имя скажи, имя. Что ты сделаешь? Поедешь, найдешь его в Синопе? То есть он в Синопе. Население 34 800 человек. Удачи, Демир. Шутница. Я что, в каждую дверь стучаться буду? Спрошу твоего папы. Где ты найдешь моего папу, чтобы спросить? Папа, когда ты успел номер дать? Папа даже не вспомнит, какой из них был он. Какой из них? Сколько же человек пришло просить твоей руки? Ты посмотри. Посмотри на эту хулиганку. Ты подожди. Прекрасно. Ты отключай. Отключай. Ты же завтра в офис не придешь, да? А меня будто там не будет. Отключает она.
Селин, милая, вставай. Прими душ, приди в себя. Девочки, я очень сильно заболела, не могу пойти на работу. Селин, давай вставай. Мы сначала пойдем в кофейню, потом на работу. Да и откуда ты взялась? Вчера ты хорошо себя чувствовала. Мне совсем плохо, я очень плохо себя чувствую, очень плохо. Конечно, это нормально. Даже мне все еще плохо после вчерашнего вечера. Я и правда болею, Мерве. Очень плохо себя чувствую. Милая, что случилось? Ай, да. У меня сжимается сердце. Я потею и прочее. Кажется, простыла, но если отдохну, будет хорошо. Скажите Бураку, хорошо? А если потребуется, поработаю из дома. Интересно, у тебя температуры нет? Это ненормально, Селин. Хорошо, извини. Боже мой, что такое? Что такое? Я болею, Мерве, болею. Ладно, вставай, поедем в больницу. Итак, сейчас эпидемия. Я не в состоянии ехать в больницу. Пройдет, если отдохну. Селин, как мы оставим тебя в таком состоянии, поедем на работу? Идите, позвоню вам, если что случится, не переживайте. Хорошо, но только позвони. Ладно? Ты не можешь прятаться бесконечно, Селин. Возьми себя в руки. Эйлюль, у меня есть одна идея. Кажется, я придумала, Бурак. Вот как? Прости. Доброе утро. Доброе утро. Ты в порядке? Кажется. Посмотрим, увидим. Отлично. Я помою лицо. По дороге расскажешь, что придумала. Хорошо. Доброе утро, господин Демир. Доброе утро. Доброе утро. Селин нет? Она немного приболела. Не придет сегодня. Но ничего серьезного. У нее нет температуры. Подарок попался. Ты болеешь? У меня совсем нет голоса, Демир. Мне очень плохо. Горло сильно болит. Идем, мы едем в больницу. Я не могу.
Не могу, у меня все болит. Мне нужно полежать, отдохнуть. Значит, это дом Айды? Красивый. Демир, отпусти, я в пижаме. Дверь открыта, Демир. То есть акции Демира, твои, мои, останутся прежними. Да. Мы пойдем на собрание руководства и обсудим продажу остальных акций. А ты уверена, что они согласятся? Этот вопрос с выплатой компенсации и позорный случай с клиентом, когда об этом услышат, акции Артемим упадут в цене. Самое лучшее выставить акции на продажу, пока это не случилось. То есть говоришь, что это поможет. Но хотя бы есть какой-то вариант. Вчера ты говорила так, словно нет выхода. Что случилось, госпожа Илюль? Снизошло озарение. Бурак, мы сейчас на грани банкротства, а ты все еще в погоне за своими похождениями. Мне не стоит так делать? Не делай. Хотя бы здесь не делай, мы на работе. Господин доктор, у меня правда ничего нет. Я же говорю вам. Я здесь. У нее сжимается сердце. Она сама сказала. У нее все болит. И горло болит, утром не было голоса. Осмотр не помешает, не так ли, господин доктор? Мы все проверим. Только я попрошу вас дать анализ крови на все. Что? Анализ крови на все? Клянусь, у меня ничего нет. Дайте мне уйти. Правда, мне совсем не нужен анализ крови. Я знаю, это все от усталости. Клянусь, пожалуйста, не колите. Но если будете так делать, я не найду вену, пожалуйста. Селин, что? Если успокоишься на секунду, скажу тебе кое-что очень важное. Я ведь вчера вечером узнал кое-что про тебя. Меня это даже не волнует. Знаешь почему? Потому что ты моя. И я знаю это. Пусть это не повторится. Как это? Эти 4 пробирки с кровью мои? Это все моя кровь? Вы забрали всю мою кровь из организма. Может, она мне нужна? Результаты анализов будут у врача через пару часов. Спасибо. Рука болит. Опять очень плохое место. Дай посмотрю. Совсем мало. Держи, придерживай. Очень сильно болит. Лейла, вы будете жить здесь после свадьбы, не так ли? Он не увезет тебя в другое место. Не знаю даже, Фирузе. Мы еще не обсуждали эту тему. Такой большой особняк, то есть здесь много комнат, выберите себе одну. Если хотите, пусть весь верхний этаж будет ваш. Я могу пожить в другом месте какое-то время, пока вы не привыкнете друг к другу. Фирузе, что за ненужные слова? Ради бога, с чего ты это взяла? Что значит, с чего взяла? Ты выходишь за него замуж. Нет, видите ли, нижний этаж особняка, верхний. Боже мой. Обсудим все, когда придет время, дорогая. Можно подумать, что через 2 дня мы поженимся. Обижаешь, Фирузе. Обижаешь. Ничего нет, не так ли? Я говорила вам. Вы зря взяли у меня 4 пробирки крови. У вас все показатели в норме. Только это вышло слишком низким. Что? Что это? Которое? Госпожа Селин, у вас дефицит железа. Господин Бурак, пришла госпожа Тюркян.
Добро пожаловать, госпожа Тюркян. Какой прекрасный сюрприз. Рада видеть. Добро пожаловать. Бурак Енгель. Приятно познакомиться, господин Бурак. Я пришла без предупреждения, но есть вещи, которые нам срочно нужно обсудить. Конечно. Проходите, поговорим в кабинете господина Демира. Прошу. Проходите. Господина Демира нет? Я сейчас позвоню ему. Кстати, что вам предложить? У нас очень вкусный кофе. Спасибо, я не задержусь. Ладно. Он сейчас на другом совещании, к сожалению. Жаль. Больше всего я расстраиваюсь из-за того, что теряю возможность поработать с ним. Но он придет. Да. К тому же, это он будет заниматься вашим заказом. Я приняла решение отдать работу другой компании. Я хотела лично поговорить с господином Демиром и предупредить его, но и вы можете передать ему. Я могу узнать причину вашего такого срочного решения? Проблемы, которые у вас были с предыдущими клиентами, особенно то, что произошло с господином Йылдырымом и его дочерью. По поводу этой темы возникло большое недоразумение. Мы стараемся исправить. Я известна тем, что поддерживаю права женщин. Не хочу, чтобы мое имя или имя моей компании упоминали в речи о компании, которая использовала дочь клиента для работы с ним. Ничего такого нет, госпожа Тюркян, и никогда не будет. Это сделали специально, чтобы чернить нас. Мне очень жаль, ребята. Но я советую вам срочно исправить ваш авторитет. Потому что разговоры уже начались. Послушайте, госпожа Тюркян, тут нет вины господина Демира. Все понимается очень неправильно. Но итог один. Авторитет заработать очень сложно. И я не хочу терять своего. Доброго дня. Смотри, видишь, ты 2 дня осталась без меня, и у тебя уже нехватка железа. Не издевайся же. Не издеваюсь. Только лишь... Не видишь, тебе не идет на пользу быть вдали от дома. Ты почему портишь свой порядок? Остаешься вдали от Чичи, от Сакис и черепашки. Остаешься без комнаты и кровати. Правда веришь в то, что это пойдет тебе на пользу? Я пытаюсь держаться подальше не от того, что ты перечислил, а от тебя. Но не могу, потому что ты не оставляешь меня одну. Селин, что решим тем, что ты остаешься вдали? Скажи мне. Подними, подними. Не стоит напрягаться при мне. Она и в больнице звонила, значит, случилось что-то важное. Слушай, Элюль. Почему так случилось? Понял. Демир, мы ничего не можем сделать. Мы потеряли самое большое дело. Теперь я кажусь тем, кто чуть ли не изнасиловал дочку клиента. Я тоже завожу дело на господина Йылдырыма за то, что они запятнали мой авторитет. Уже сегодня, сейчас же. Демир, не делай такого. Это дело еще больше увеличится. Узнают все, кто не знал.
Димир, сейчас же приезжай в офис, пожалуйста. Без тебя мы тут не можем принять ни одного решения. Хорошо. Хорошо, приеду скоро. Что вы за люди? Что за люди? Ты почему приготовила сейчас? Ты не хотела ехать сегодня в офис? Ложись, отдохни дома, Селин. Знаешь, что я не останусь тут? Да, знаю, что я не больна. Сначала зайду на фирму, а оттуда к Айде. Селин, сколько это еще будет длиться? Я не чувствую себя хорошо. Не знаю. Вчера ночью чувствовала себя плохо, когда была близка ко мне. Это была ошибкой. Мне не стоило делать. Но я рядом с тобой теряю полностью контроль, Демир. Было ошибкой. Ты сейчас жалеешь о том, что поцеловала меня, так? Я вынуждена быть вдали от тебя, Демир. Что из этого тебе непонятно? Селин, чего ты хочешь от меня? Я попросил прощения. Хорошо? Было бы в моих руках, я бы перевел время вспять и все сделал по-другому, может быть. Но я не могу. Прошло это все. Я не могу изменить. Чего ты хочешь от меня? Чего хочешь? Хочу, чтобы некоторое время ты держался подальше от меня. Что непонятно тебе? Ты не идешь мне на пользу, Демир. Не иду тебе на пользу. Я ничему не иду на пользу. Я никому не иду на пользу. Никому не иду на пользу. К чему бы я ни прикоснулся, я не пошел на пользу. Чего хотите от меня? Все вы, весь мир. Чего хотите-то? Чего хотите, чтобы я сделал, Селин, скажи? Я хочу верить тебе, Демир. Я хочу доверять тебе. Но ты разбил мне сердце. Не могу так легко это пережить. Хватит. Селин, хватит. 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 Я ничему не иду на пользу. Никому не иду на пользу. К чему бы я ни прикоснулся, я не пошел на пользу. Чего хотите от меня? Все вы, весь мир. Чего хотите? Чего хотите, чтобы я сделал? Селин, скажи.
Слушаю. Селин, я не могу дозвониться до Демира. Он срочно должен был приехать в офис. Много часов назад говорили, он сказал, что приедет, но не едет. В последний раз был дома, но я не знаю, где он сейчас. Смотри, если Демир на тебя очень остро реагирует сейчас, то знай, что он очень напряжен. Дела не в порядке. Мы еще не рассказали работникам, но случилось нечто плохое. Скорее всего, он не рассказал тебе. Госпожа Тюркян сегодня отказалась от дела. Господин Йылдырым травит весь сектор по поводу Демира Артемим. Это когда случилось? Некоторое время уже. Но взорвалось сегодня. Я была вынуждена сказать это Демиру по телефону. Он сейчас переживает то, что совсем не заслуживает. За ошибки других отвечает он. И если будет напряжен, не принимай на свой счет. Хорошо? И если поговоришь или увидишь, то, пожалуйста, скажи, чтобы он приехал на фирму. Хорошо. Я знаю, ты ужасно себя чувствуешь. Знаю то, что я последний человек, который может пойти тебе на пользу. Но все же я тут, Демир. Поругались. Голос был плохим. И до Демира дозвониться не могу. Что будем делать? Я даже подумать не мог, что закрою эту фирму. Демир не приедет. Я поеду. Хорошо, у меня еще есть дела, я останусь. Хорошо. Демир! Демир! Селин. Любимая, ты была права. Я не иду тебе на пользу. Этот дом был твоим. Я на некоторое время поймал удачу быть гостем твоей жизни. И все было настолько прекрасно, что выглядело как мечта. Не смей расстраиваться. Это не первый мой уход с этого дома. Я встретил в доме, который покинул далеко в детстве, и затем снова вернулся, птицу.
Такую свободную, такую красивую. И если я останусь, то не позволю этой красивой птице раскрыть крылья и взлететь. Ты всегда летай, Селин. Свободно. С детьми, с цветами. Со всем этим излечи себя. Я не могу. Не могу излечить твои раны. Каждый раз, когда обнимаю тебя, я открываю новые раны. Останемся вдали друг от друга. Попробуем так. Знаю лишь то, что я ухожу сам. Пожалуйста, не плачь больше. Я тебя сильно люблю. Я еду к тебе.